2 апреля 2018 год. В прошлый раз я ошибся, 19 вроде как сказал. И все пишут, сейчас говорит не 19 год. Но ошибаюсь, и что потом? Ошибся я ошибся. Короче, сегодня очередной раз приехал на рыбалку. Сейчас здесь я оставлю буран, дальше на целину, на речку не хочу спуститься. Потому что не знаю, что там. Вот никто не ездил, не ходил. Ну, ходили вот только рыбаки, от рыбаки следы. И там вот рыбачили. Вот видели как? Здесь ни разу я не рыбачил. И здесь вот знакомый рыбачил, говорит, хороший клев тоже был. И думаю, сегодня тоже вот именно где-то вот здесь. Вот смотрите, как красивое место. Большое, широкое место. И глубина здесь, течение, трава. Возле этого берега кругом здесь трава идет до половины реки. И отсюда, ну, может быть, там, на том берегу тоже попробую. Или, может, здесь. На 3 часа рыбалки я приехал. Сейчас 5 утра. Минус 15 градусов. Солнце встает. Сейчас он светит, ярко светит. И сейчас самый пик мороза. Холодно, короче. Будем пробовать. Не знаю, вот с чего начать, откуда начать. Или оттуда, или с этого берега. Не знаю. Там песок. И знакомый говорит, глубина 3 метра. Что-то не похоже, что там 3 метра должно быть. Но надо попробовать что-то где-то порыбачить. И говорит, там течение большое. Еще он про течение говорил. Пилорама. Звук пилорамы, надеюсь, слышно. Но обычно я где рыбачил? Вон там, возле этих ивы, вон там. Ивы и песок заканчивается. Там раза 2 или 3 рыбачил, ничего не поймал. Потом за поворотом рыбачил, тоже ловилась рыбка. И до Адъема еще ездил. Сегодня, короче, в такую даль не буду ехать. Здесь буду пробовать. Посмотрим реку, как там. На буране можно и нет спуститься на реку. Сейчас я приехал с деревни, с села то есть. Я там, как показывал, переход я протоптал, все замерзло, вообще отлично. После меня здесь бураны тоже гоняли, вон там, до туда куда-то поднимались. Вот. Там тоже бурились они, забурились, там ямы большие. Но я уже давно здесь не был. В общем, болтать не буду, короче. Оставляем буран вот тут. Все как обычно, буран, ледобур и в ящике, все нужные вещи. Здесь старая зимняя бураница, здесь не проваливается. А я вот по целине там ехал, и зад вот тянет, и все время вот тянет как-то, ну, хочет. Если с прицепом сразу газ сбросишь и остановишься, сейчас сразу моментально заборется, потому что снег еще не такой плотный. Так что на буране и на речку я тоже спускаться не буду. Сегодня будет проверка. Вот в этом местности буду рыбачить. Или на песке, или там где-то. В общем, как установлю палатку, включусь. А сейчас буду думать. Может, туда схожу, посмотрю, там какая ситуация, глубина. Там уже прикормленное место. Можно сразу попробовать, может, и что-нибудь поймаем. Ладно, будем разбираться где и как. Короче, ребят, остановился возле песка. Попробую возле песка порыбачить. Здесь течение большое, не знаю, что-то получится, нет. Уже хочу попробовать на донную снасть. Потому что обычной мормышкой тут не половишь. Течение большое, будет уносить мормышку. Одной удочкой попробую. Здесь светит солнце попадает, тепло будет. Сейчас пока пробурился там, аж даже жарко. Так, еще попробуем, что за глубина, что за место. Первый раз здесь рыбачу.
Но течение большое, блин. Так, что тут? Так, идем. Есть. Течение великое. Так. Все ясно. Блин, такое течение. Место не такое и же хорошее. Как я посмотрел. Моментально леска замерзает. Ой, блин. Холодно на улице, вот и морозно. Подождем. Если есть рыба, в течение минут 20 уже должна подходить. И на таких местах, наверное, грузила больше надо. Давление зашкаливает сегодня. Вообще безоблачно, ни туч, ничего нету, вообще ничего нету нигде. Обычно я в пургу стараюсь, там в теплые дни на рыбалку, а сейчас что-то вчера решил, думаю, схожу и не стал уже отгонять рыбалку, пошел вообще. Ребят, неудачная лунка у меня. Уже минут 20, может 25 уже здесь сижу. Ни одной поклевки, ни одной. Вот так как кивок дергается чуть-чуть течением. И все. Больше ничего. Ни одной поклевки. Вообще какое-то место, блин. Ну, первый раз здесь. И говорили, что здесь глубоко, оказывается, глубина, ну, больше метра максимум. И село, наше село, вот буквально там, не знаю сколько метров, километра, наверное, нету еще до домов. Рядом, в общем. И я решил поменять место. Хотел на той стороне, на том берегу. Ну там трава, кругом травы, толком не знаю, где пробуриться там. И думаю, лучше подняться, вон там шалаш. Уток там стреляют осенью. И напротив этого шалаша, где-то может чуть-чуть повыше, еще там попробую. Там и вроде песок тоже, и глубина, но тоже места, не знаю, потому что надо примечать места летом для зимней рыбалки, чтобы знать, где какая глубина, где трава, где еще какие моменты, где коряга. Все это надо уже примечать летом. А зимой уже, чтобы знать все эти места и уже рыбачить, где какая глубина или еще. Здесь, наверное, думаю, что я без толку сижу. И лучше поменять место. Надо найти рыбу. Здесь нету, значит, пойдем на другое место, там попробуем. Тоже минут 20 посидим, а там посмотрим. Должна быть рыба, но просто надо найти. Здесь глубоко и кормовая база хорошая тут. Там озеро выходит. Есть рыба, есть. Будем искать. Все, собираю вещи и поднимаюсь повыше. Ребят, у меня клюнуло. Поймал первую рыбу. Поменял место, вот моя тропинка, я пришел, вот мой буран, я уже повыше. Здесь шалаш, о чем я говорил, и первый елец. Только что сел, буквально там прошло 3 или 4 минуты. Первая рыба. Первый елец. И знаете, как он проглотил? Ради этого я сразу включил камеру. Короче, даже крючка нету. Он, наверное, до желудка проглотил. Вот это да. И место он... Да нет, не видно. Бесполезно что-то там смотреть. Здесь я, наверное, еще пробурю вторую лунку. И будем здесь сидеть. Я ожидал, конечно, здесь плотву, здесь трава тоже. А оказывается елец. Может один, может косяк тут. В общем, мешкать не будем, будем дальше рыбачить. Все, место пока менять не будем. Первый елец средних размеров. Скользкий тип, блин. Весь слизь такой, как ёрш. Я не знаю, почему такой он. Установил... О, бля, опять поклевка. Установил
две удочки. И пока возился со второй удочкой, у меня была, что там, понятно, с глубиной не могу определиться. Пока возился с второй удочкой, у меня была тоже поклевка. Сейчас вот глубину надо найти. И пока на мормышку ничего не клевануло, подходит только на доночную снасть. Блять, вот, видели? Опять начинает немножко так поддергивает, очень осторожно. И одну, и вторую удочку. Подходит и все. Подходит. Вот. Буквально там вообще чуть-чуть поддергивает и все. Или как? Вот это да. Вот это поклевка. Есть. Ага. Обманул пацанчика. Тоже проглотил, блин. Вот смотри. Ну хоть сейчас немножко, хоть удочка, крючок хоть виден. Но тоже, конечно, проглотил он. Ой, блин. Так. Не крупные, но пока будем все брать. Вот так же он тянет, вот есть. О, это уже селедка. Это уже, ребята, селедка, настоящая селедка. Блин. Ну, не могу показать. Как. О, блин. Хариус. Уйдет, пока я буду показывать. Вон он, ребят. Крупный. И главное, знаете, и вообще поклевки нету. Вот сразу тянет на себя и все, крючок. Глотает. Даже интересная поклевка сегодня, что-то необычные. Опять вот он, смотри, все берет на доночную снасть сегодня. Он как тянет потихоньку, тянет. Он потянул. Есть. Тоже нормально. Тоже нормально. Елес хороший, елес попался. Вот это поклевка сегодня. Вообще интересная поклевка. Вообще так. Вообще не клюет, как-то тянет. Все время, всю рыбалку как-то получается, что без резких поклевок тянет. Нормальный ход. Очень даже нравится. Есть. Вон смотри как. До такой степени осторожно клюет. Потянул. О, бля. Спешил, Олег. Не спеши. Угу. Есть. Мелкий. Ага, давай. Так, пацанчик, тебя отпускаю. Уебывай. Есть. Ух ты. Ты смотри какой. Это да. Такого еще не было. Хо-хо-хо. Нет, да блин. Нет, да поймали. Вот это рыбина, ребят. Вот это рыбина уже. Как подъязик. Натуральный подъязик. Иногда бывают хариусы, такие не попадаются. Вот смотрите, какая спина. Вот это рыба. Действительно, это рыбина.
Я хотел уже мормышку эту поменять, думаю, поменяю мормышку. Что-то не клюет, а вон как получилось. Ага, есть. Вон поклевочка. Сперва к одной удочке подходил. Ага, есть. Потом к второй. Нормально. Елец тоже. Не ожидал. Не ожидал сегодня, что в этом месте какая-то рыбалка получится. Так. На мормышку взял. На мормышку взял. В палатке тепло, как в бане, блин. Вообще тепло. Вот есть. Вот это поклевочка. Ну, и рыбина так не мелкая. Опять на мормышку покрупнее, на мормышку попадает. И главное, сейчас перерывчик был. Перерывчик был. Пришлось немножко подождать, пока поклевка будет. Ну, опять на свежий опарыш есть. Свежий опарыш. О как. Вот блин. Думаю, что все время на донку будет брать. Оказывается, и на мормышку тоже нормальный размерчик. Ништяк. Второй елец на мормышку взял. Есть. Тоже нормальный. Угу, бойкая рыба. Чуть не ушел пацанчик. Не мелкий. Что-то сегодня. Ништяк рыбалка. Пока мелкие не беспокоят. Вроде как. Удочка у меня вчера сломалась. Так. Сломалась хлюстик. Вышел из корпуса. Так, Донка молчит. Донка молчит что-то. Нам надо, наверное, Донку поменять на другую мормушку. Сейчас еще подождем. Нет, вон смотри. И Донка сработала. Короче, непонятно, когда на что клюнет. Неизвестно. И вон здесь, сюда подошел. Есть. Тоже нормальный. Ага. Ништяк. Угу. Мормышка. Ух ты, нормально. Хариус, блин. Вот смотри как. Ничего, блин. Это да. Это да, ребят. Это елец. Опять мормышка. Есть. Опять мормышка. Тоже крупный. Ебать. Вот это да. Ха. Ух. Это да. Хорошие яйца сегодня как-то красивые. Опять вам. Опять клюет. Есть. Видели как?
буквально за несколько секунд. Поклевка за поклевкой. Вот косяк подошел. Вот пока здесь стоит, рыба берет. Блин, опять ушел хлыстик, блин. Что-то выскакивает с корпуса с уточки. В такой момент надо, чтобы все работало, а мне все валится с рук. Поклевка на донку. И здесь есть. Ух, нажрался этот. Прикормка уже толстый, блин. Ой, хороший елец. Ребята. Вообще класс. Надо время посмотреть, сколько клюет. Начало активно клевать. Ну, есть. Ух. И смотри. Вот это да. Ай, давно уже так как хорошей рыбалка у меня не было. Крупные ельцы. Там тоже клюет. Ну. Вот смотри, опять есть. О, блядь, и удочка опять летела. Ничего себе. Ничего не подправляю. Ничего не подправляю. Смотрите, в каком состоянии моя удочка. Все отлетает, блин. На каждой поклевке. Ну, есть крупный. Средних размеров. Штяховский тоже. Угу. Думал, покрупнее. Как селедки. Очень крупный. Вон, смотри. Этот вообще здоровый. Вообще здоровый. На жаркое уже набрало все всем, ребята. Ну, есть. И зацепилась. Так. Это уже получается на новую мормышку мы поймали. Такая новая мормышка у меня. Желтая, маленькая. И вот первая рыба на него. Тоже елец попался. Маленькая мормышка, и легче он проглатывает эту маленькую мормышку. На ельцов, конечно, намного меньше надо крючки, там, мормышки, чем на хариус или еще на какую рыбу. Ну, опять поклевка. Опять поклевка. Вот на игру ни хрена. Ни за что не возьмет. И там тоже вон поклевки идут. Еле-еле заметно есть. Тоже елец. Сейчас поменьше косяк подошел. Крупная вот подошла куда-то. Здесь поклевки, блин. Проморгался с этой, пока возился с другой удочкой. Поклевка. Тянет. Ага. О, это пацанчик тебе я отпущу.
Ой, тебе надо набраться размеров. Пусть подрастет. Так, есть она есть. Эх, ушла. Ушла. Таких средних размеров тоже был. А да, ударчик хорошенький. Я чувствовал эту рыбу. Ребят, это уже вон дерево свалилось. Где-то уже минут 30. Вообще штиль, полный штиль. Последнюю рыбу поймал, которого Ильцана. Как отрезала, вот. Вообще клев перестал. Вообще ни одной поклевки. Одна поклевка была и все. И прикормку добавил, там свежую прикормку. Бесполезно. Не подходит рыба и все. И уже, наверное, буду собираться. Хотел посмотреть время, в какое время самый хороший клев был, когда крупные ельцы попадались. Но телефон я забыл, а часов нету. И в общей сложности где-то у меня, наверное, получилось примерно 2-2,5 часа чистой рыбалки. Минут 20 назад поднялся еще один рыбак, где-то недалеко, наверное. Буквально, наверное, метров 200 от меня там. Остановился там, вроде как пробурил там лунки. Она сидит рыбачит. И как выйду с палатки, еще покажу. Все, ни одной поклевки. Вон удочки стоят. Кивки вообще неподвижно стоят. Как вышло полностью солнце, клев перестал. Так что с утра пораньше надо выходить на рыбалку. И как на утренней зорьке вот уток стреляешь, когда темно, еще утки летают. А как начнет расцветать, утиные перелеты перестают, утки перестают летать. И начинают кричать вороны, летать вороны. Вот это знак, что уже охота утренняя закончилась. И то же самое сегодня вот все нормально, рыбачил. Как солнце стало, вороны начали кричать. И поклевки перестали также. Все. Утренняя зорька, походу, у меня закончился. Рыбалка. Может еще буквально 30 минут ожидания. Вот ни одной поклевки. Конечно, будут поклевки еще через некоторое время. Сейчас, наверное, утренний жор у них закончился. Через часик, может, опять начнется, там подойдет рыба. Но я решил, думаю, надо собираться. И в моих планах еще завтра приехать, продолжить рыбалку на этом же месте. Также порыбачу с утра. Посмотрим, что будет. А сегодня все, шабаш, хватит. Еще традиционно покажу, сколько рыбы поймал за эту рыбалку. Посчитаем и соберу вещи и все. Будем обратно возвращаться. Рыба, наверное, после утреннего завтрака, после моей прикормки там отдыхает на дне, там лежит, сидит. Что-то видно, не видно, что-то вот из-за солнца вот опять какая-то вот резкость непонятно какая. Опа, так, 2, так, 3, 4, 5, 6. Это первая рыба. Открыл здесь, чтобы крючок достать. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Короче, 21 штука. Моя норма выполнена. Все, хватит, шабаш. Даже отлично порыбачил. Вот смотри, какие. Вот это вообще супер, как подъязик. Это обычно весной вот на ручьи вот такие мыки, ельцы поднимаются.
И там они все лето вот на ручьях и все лето, короче, там они живут. А осенью уже обратно спускаются. Когда вот уже шуга начнет идти, они уже обратно будут спускаться. Вот такие крупные яйца. Короче, рыбалка удалась на сегодняшний день. Сегодня тоже вообще супер. Вообще результат есть. Вон все показываю, как есть. Не обману никого. Не говорю, что вот поймал там, блядь, 100 штук. Вот результат. 21 штука. Вообще супер. Удачная рыбалка, можно сказать. Ослепляющее яркое солнце вышло. Снег свежий, только что выпал, и вообще ужасно как слепит без солнечных очков. Даже тяжело глазам. И, как и говорил рыбак, вон сидит рыбак. Без палатки белая собака. На середине реки практически он стал. Ну, видимо, бывалый, знает, куда остановиться, где рыба стоит. После меня, ну вот, сейчас, как и говорил, там, ну, сейчас уже прошло, конечно, минут 40 уже после того, как он поднялся, но рыбачит. А мы уже, ребят, я уже все вещи уже собрал, вон. Прикормка здесь у меня была, две лунки. Дала мне рыбу сегодня, очень даже нормально порыбачил. Не прогадал с этим местом. Начинал там, снизу порыбачил, посидел. Нифига. Даже поклевки не было. От бурана недалеко, вон. Там стоит мой буран. Сегодня не стал спускаться на лед, потому что не проверено. Еще не знаю, как там держит, не держит там. Вода под снегом была, но сейчас я вот немножко походил там. Опа. Так. Все, пошли. Вот сейчас я иду вообще по снегу, и меня хорошо держит, уже примерзла, вот, что вот вода на льду сейчас уже примерзла. Отлично даже ходить. И все. Короче, идем. И небольшая корка вот по снегу вот так наступаешь, и небольшая корка уже есть. Уже солнце греет снег, и уже чуть-чуть немножко уже подтаивает, видимо. И уже корочка такая получается. Это от того, ну вот, иду и хрустит у меня под ногам. О, блядь, вот смотри. О, блядь. Провалился нахуй. Вот, смотри. Нихуя себе. Вот так. Так что на буране, думаю, рановато заезжать на лед. По колено вода. Так человека держит, но на буране лучше на речку не заходить. Провалишься и в одиночку будешь там, блядь, сидеть на полдня, потеряешь, пока вылезешь оттуда. Ослепляющее солнце, но здесь видно, как выходит устье, ну здесь озеро вон тут. И это озеро, как сейчас слухи идут, на 3 года опять уже под аренду взяли. Не знаю, зачем так делают, какая выгода от этого, но, видимо, там сетями рыбачить нельзя будет 3 года опять. Не знаю, там главное, чтобы разрешили хоть с удочкой, ну, по первому льду посидеть, и то ладно. Фиг знает, как-то, если честно, нет, не буду говорить ничего, не буду. Лишнее болтать не буду, не стану. Пускай что хотят, то и делают. Такие следы у меня. Следы. Так,
как слепит, блин. И вон там лодка. Это у охотников уже подготовились. Вон лодка. Ну там с осени у них под снегом, видимо, было. И они приподняли, чтобы не придавило снег. Придавило там, не разбило лодку. Обычно уже когда начнет таять снег, он тяжелый и давит лодку там или еще крышу под вот в избушках, на избушках. А пешком ходить вообще классно, держит человека. Еще, если морозы такие будут стоять, сегодня 2 апреля и морозы еще у нас. Если стоять будет морозы, то уже можно и на буране гонять. Все, рыбак начал рыбачить. Рыба с утра берет, что-то сейчас вообще перестала. У меня бураницу от еле-еле, так на солнце вот видно, что бураница это всю зиму, ну, не каждый день, скажем, 2 раза в месяц, но все равно следы у меня всю зиму тут были. Ездил, выше на 2 поворота рыбачил. Вот так. Ну что еще остается? Мой ледобор, а там сзади ящик, палатка, все с собой. Короче, все показал, как рыбачил, что поймал. Рыбалка удалась, все удалось, поход получился. Подышали свежим воздухом с утра. Сейчас уже домой. И на этом, наверное, буду заканчивать. Сейчас сяду на буран и обратно поеду. Протоптал также дорогу сейчас. Сейчас уже эта дорога буранится. Снегом не закроет. Такого большого снегопада не будет. Можно всю весну потом ездить, ходить. Так. Вот так же, вот так. Ладно, ребята, всем пока и до новых встреч. Вроде в коме. Кто не подписан, подписывайтесь. Нажимайте колокольчик там возле значка подписка. Это чтобы не пропустить мои новые видео. И как только просмотрели фильм очередной, поделитесь в соцсетях, в Одноклассниках и ВКонтакте, чтобы больше людей привлечь на мой канал. Еще добавлю, что глубина у меня сегодня была, где я рыбачил, где-то, чтобы не обмануть, со льдом 1,90 м. Оттуда сантиметров 70 лед, наверное, получается с водой. Остальное уже подо льдом вода. Но где-то 1,20 м, наверное, подо льдом вода была. Вот так. Пока.